Несколько крупных мазков кистью и удивительной красоты горный ландшафт можно увидеть на холсте. Такую работу живописцы называют этюдом, и пишется он довольно быстро, так как это сиюминутное впечатление мастера. Вот у нас у художников говорят, рисунок с натуры, он очень сильно отличается от рисунков мастерской по представлению или же по памяти, потому что на природе очень хорошо видны контрасты, разные оттенки. На пленэр в высокогорный курорт Ведучи приехали 36 художников. Здесь он проходит впервые. Участвуют как начинающие живописцы, так и опытные преподаватели изобразительного искусства. У каждого своя манера и стиль рисования. Мне удобно рисовать в формате А4, потому что я привык рисовать стоя. Для меня это удобнее, чем рисовать сидя на самом деле. Я по-другому себе уже не представляю. И рисую в формате А4, потому что мне нужно набросать очень много этюдов, по которым я дома закончу картины. И еще со мной студенты, за которыми нужно следить, поэтому для полноценных картин здесь у меня времени пока не хватит. Принять участие в пленэре приехали и художники с соседних регионов. Ранее мы в вашу республику не приезжали еще на пленэр. У нас Союз художников просто разослал информацию, что у вас будет вот такое мероприятие, и мы решили просто попробовать. Мы бы хотели сначала поблагодарить Чеченскую республику за теплый прием, который нам устроили, встретили, привезли на пленэр. То есть таких мероприятий за последние годы я не наблюдала. По итогам двухдневного пленэра на курортах Ведучи и Казино Ам состоится конкурсная выставка, которая пройдет в конце февраля. На ней и определят победителей и призеров. А до тех пор у художников есть время, чтобы доработать картины уже в своих мастерских. Это пока не законченная картина, это всего лишь эскиз, потом уже дома я ее доработаю. Сегодня я успела сделать только эскиз. Это пейзаж. Я рисовала акриловыми красками и... Вот что получилось. Пленэр организован Министерством туризма Чеченской Республики. Главная цель таких выездных мероприятий – популяризация высокогорных территорий региона. В этом году Министерство туризма Чеченской Республики отметило свой юбилей. Ведомству исполнилось 10 лет. За этот период в данной сфере проделана колоссальная работа, благодаря чему сейчас регион считается настоящим туристическим центром Северного Кавказа. Если говорить о том, насколько республика соответствует представлениям людей, которые приезжают в наш регион, а в последнее время этот поток он резко имеет тенденцию к увеличению, можно говорить о том, что людей больше привлекает именно безопасность региона, привлекает то, что здесь предоставляются качественные услуги за такую ценовую политику. То есть у нас такая клиентоориентированность, потому что в туризме это очень важно. Безусловно, также стоит отметить то, что те объекты, которые строятся в республике, то качество дорог. В совокупности это дает нам возможность говорить о том, что республика, она в ближайшее время имеет все шансы стать центром туризма не только в ЮФО, мне кажется, не только в СКФО, но также вообще, в принципе, в Российской Федерации в целом. Гастрономические фестивали, джип-туры, пешие походы по историческим местам. И это не все мероприятия, которые Министерство туризма региона проводит регулярно. Они пользуются большой популярностью среди жителей и гостей республики. Абдулла Батаев, Малик Мурзаев и Аслан Исхаев. Неделя.